Ученые из Северо-Восточного федерального университета наконец-то решили показать волка-щенка. Удивительная находка была найдена всего год назад по течению реки Индигирки на участке Борюрях жителями Белой горы. Щенку дали имя Догор, что с якутского переводится как «друг». Ульяна Шагина сейчас на прямой связи с нами. Ульяна, приветствую. Чем находка отличается от предыдущих? Добрый день, Сергей. Это уже третья по счету находка, найденная на территории Якутии. Напомню, первый щенок был найден в 2011 году, второй щенок в 2015 году на территории Устьяния. Это были тоже прекрасно сохраненные щенки, причем из одного помета. Ученые уже доказали их возраст 12 тысяч лет, а если быть конкретными, 12 460 лет. Хоть щенков тогда нашли в разные года, но ученые уже доказали, что они из одного помета. Ну а этот щенок, третий по счету, грозится стать самой такой вот научной мировой сенсацией. Возраст его уже доказан, 18 тысяч лет. Он тоже прекрасно сохранен. Прекрасно сохранены, как мы видим, и бархатный носик, и усики, и даже когти, и даже ресницы на щенке прекрасно сохранены. И сегодня нам, журналистам, ученые разрешили вот такую вот прекрасную возможность потрогать его и приобщиться к древнему. Изучают щенка якутские ученые из Северо-Восточного федерального университета совместно со шведскими учеными, у которых есть прекрасная база для изучения вот таких вот древних животных. И отмечу, что у них еще есть прекрасная лаборатория, где есть возможность изучать таких вот древних животных. Причем отправили в Стокгольм, это в столицу, только кусок ребра. Этого достаточно, чтобы изучить древние животные. Ну, ученые до сих пор спорят, это все-таки кто, щенок или собака. Об этом мы сегодня спросим у одного из авторов исследований, доктора биологических наук Сергея Федорова. Да, шведские генетики пока не выяснили, что же это такое все-таки видовую принадлежность, собака или волк. Они создали очень большую интригу. Дело в том, что по ДНК-анализам он пока не причислен ни к одному из них, ни к волку, ни собаке. А когда это вот можно будет станет известно? К сожалению, наука не делается так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому придется ждать генетических анализов. Дело в том, что у них тоже есть своего рода очередь на такие исследования. Ну вот кроме этого еще что-то удалось выяснить? Пока нет. Только дату, радиоуглеродная датировка, и ДНК-анализ, и то предварительный. Ну а мы продолжим. На территории Якутии самые первые достоверные сведения о собаках известны из самой северной точки расселения человека. Это Евразийская Арктика, остров Жохова. Тогда ученые обнаружили всего лишь скелет собаки. Отмечу, что тогда еще и обнаружили нартенный полос. Это говорит о том, что тогда вот люди, получается, использовали собак для перевозки различных грузов. И ученые также восстановили и из скелета собак внешний вид собаки, и они очень даже оказалось похожи на современных ездовых лаек. Возраст собак также уже доказан, 8 тысяч лет. Ну а я отмечу, что вот этот щенок, который найден всего лишь год назад, может стать настоящей научной сенсацией, если ученые докажут, его изучат и выведут какие-то конкретные данные. Может быть, даже так получится, что эта собака, вот этот щенок, может стать самой древней собакой в мире. У меня, Сергей, все. Ульяна, спасибо. Я напомню, Ульяна Шагина рассказала об уникальной находке жителей Белой горы.